Это новости спорта. Здравствуйте. Якутский боец ММА Григорий Попов может выступить 9 ноября на UFC Fight Night в Москве. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Кто станет соперником якутянина, пока не уточняется. Напомню, Попов дебютировал в UFC 8 июня на турнире в Чикаго, где проиграл американскому бойцу Эдди Вайланду. Грядущий турнир в Москве станет третьим соревнованием абсолютного бойцовского чемпионата, который пройдет в России. Ранее турниры UFC проходили в Москве в сентябре 2018 года и в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Якутянка установила рекорд в соревнованиях по стрельбе из традиционного лука и стала обладательницей Кубка России. Турнир состоялся в Москве. Стрельба проводилась на летних дистанциях 30 и 50 метров. За первенство боролись спортсмены со всей России. Честь Якутии представляла Галина Филиппова. Лучнице удалось выбить максимальное количество очков и одержать победу, установив рекорд в 50 метрах. Как признается сама спортсменка, она ждала победы, готовилась долго, но удивлена рекорду. У меня следующий старт со 2 августа по 10 августа соревнования по традиционному луку по стрельбе 3D будет в Нидерландах. По 3D стрельбе у нас якутские пока не занимаемся, но в будущем мы планируем, будем развиваться и участвовать во всех соревнованиях. В Чурапчинском Улусе 16 августа пройдет турнир по национальному многоборью «Игры Кидалы». Об этом сообщает «Спорт Якутии». Как отмечает организационный комитет, особенностью турнира станет то, что в нем примут участие только уроженцы Чурапчинского Улуса, а также спортсмены, живущие и работающие в районе. Программа соревнований будет состоять из 5 дисциплин. Это борьба хапсагай, тяга саней, якутская вертушка, переноска бревна и бег на 400 метров. Победитель турнира получит 300 тысяч рублей. Общий же призовой фонд составляет 600 тысяч рублей. Якутский футбольный клуб «Арктика» потерпел поражение со счетом 1-0 от биробиджанского «Спектра» в первом матче группового этапа первенства России среди команд 3-го дивизиона зоны «Восток». Турнир проходит в Биробиджане. В заключительной встрече предварительного этапа якутские футболисты сойдутся с клубом «Благовещенск» из одноименного города. Отметим, что для выхода в полуфинал турнира игрокам «Арктики» нужно одержать победу с преимуществом в 2 мяча. Решающая встреча стартует завтра в 11:15 по якутскому времени. Трансляция матча будет доступна в видеохостинге YouTube. Нападающий Луис Адриано перешел из московского «Спартака» в бразильский «Палмейрас». Об этом сообщает пресс-службы команд. Отмечается, что соглашение с 32-летним бразильским форвардом рассчитано на 4 сезона. Адриано выступал за «Спартак» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Ранее он выступал за бразильский «Интернационал», украинский «Шахтер» и итальянский «Милан». За красно-белых Адриано сыграл 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Самедов объявил о завершении карьеры игрока. Об этом 35-летний спортсмен сообщил накануне на своей странице в Инстаграм. Самедов является воспитанником красно-белых. Также футболист выступал за московские клубы «Локомотив», «Динамо», «Москва» и самарские «Крылья Советов». Самедов становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также он является 4-кратным обладателем Кубка России. Полузащитник в составе сборной России провел 53 матча и после домашнего мирового первенства объявил о завершении выступлений за национальную команду. Российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнирах в канадском Торонто и американском Цинциннати, которые состоятся в августе. Турнир в Торонто начнется 5 августа. Шарапова 8-й раз примет в нем участие. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2009 году. Через неделю после соревнований в Торонто Шарапова выступит в США. Россиянка в 5-й раз примет участие в турнире в Цинциннати. Ее высшим достижением является победа в 2011 году. Шарапова уже на текущий момент занимает 82-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На ее счету 36 побед на турнирах WTA. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за всеми событиями в жизни якутского и мирового спорта.